Количество выявляемых суточных случаев заражения коронавирусом значительно сократилось. Вместе с этим меньше стало и стационарных больных в красной зоне. Однако расслабляться рано, предостерегает Роспотребнадзор. Не время еще снимать и ограничительные меры. Такое решение принято на последнем заседании оперативного штаба России по противодействию коронавирусной инфекции. Были даны поручения, в том числе высшим исполнительным органам субъектов, где рекомендуется не снимать ограничительные мероприятия до того времени, пока не сформируется у населения Российской Федерации устойчивый иммунитет. Считать, что болезнь отступает, можно только в том случае, если у более 60% взрослого населения выработается иммунитет. И самым эффективным способом для этого на сегодняшний день является вакцина, уверяют сотрудники Роспотребнадзора. Также отмечают, уровень внутренней и внешней миграции высокий, и вероятность распространения любого инфекционного заболевания высока. Основным фактором защиты от предотвращения новой вспышки, новой коронавирусной инфекции является вакцинация взрослого населения. Вакцина поступает в республику. Все, что касается проведения вакцинации, механизм отработан. У нас достаточно пунктов, где можно провести вакцинопрофилактику. На базе медицинских организаций, которые занимаются вакцинопрофилактикой, на всех уровнях холодовой цепи соблюдается режим сохранности этой вакцины. Поэтому о качестве говорить вообще нет никакого смысла, потому что за всем этим установлен строгий контроль. Массовая вакцинация началась с января 2021 года. В регион поступило несколько партий спутника ВИ, который прошел регистрацию в более 20 странах мира. Вводится в 2 этапа. Все вакцинируемые регистрируются на портале госуслуг. Сейчас число первично привитых в Ингушетии более 10 тысяч человек. Активно идут на вакцинацию. У нас те контингенты, это контингенты работающего населения, которым по долгу службы, по профессиональной деятельности приходится или находиться, скажем так, в больших коллективах, или приходится выезжать в командировки. Особенно идут на вакцинацию те, кто, скажем, по виду своей деятельности, по роду деятельности часто ездит за границу. Безусловно, без этого сейчас в нашей современной реальности без этого не обойтись. Тем не менее, многие не торопятся привиться. И связано это во многом с недоверием. Вероятность осложнения, сокращения жизни, невозможность иметь детей, чипирование. Каких только причин не называют. Правда, все это на уровне мифов. Многих также пугают побочные эффекты, в том числе и повышение температуры. То, что касается повышения температуры, это, в принципе, заложено как один из побочных эффектов проведения вакцинации в тот момент, когда человек встречается с возбудителем организма, то, естественно, та реакция, когда повышается температура, свидетельствует о том, что вырабатывается иммунитет. Первый случай коронавируса в регионе выявили в апреле 2020 года. Пик зараженных наблюдался в мае. Антитела тех, кто переболел в первые месяцы пандемии, уже на исходе. Как известно, их хватает на полгода, максимум год. Поскольку прогнозируется вот такое вот состояние иммунитета, что не больше 1 года будет устойчивый иммунитет, то, в принципе, эти люди не могут быть спокойными на сегодняшний день. Как раз подошло то время, когда нужно подумать о том, чтобы провести вакцинацию. Эпидемиологи отмечают, неизвестно, как может повести себя COVID-19 в следующем периоде, во время сезонных простудных заболеваний. Он подвержен мутации, поэтому призывают жителей беречь здоровье и не пренебрегать противоэпидемиологическими мерами. Носить маски, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки. Это поможет обезопасить себя не только от коронавирусной, но и других инфекций. Продолжат контроль за соблюдением санитарных правил и сотрудники Роспотребнадзора. Диана Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24.